10 мая на базе открытого акционерного товариства «Александрийская» отбылся областный семинар нарада, падчас якога ішла размова про готовность сельскохозяйственных организаций в области да нарыхтоўкі травяных кормов. У ім приняли удел министр сельской господарки и харчевания Республики Беларусь Леонид Заяц, старшыня Могилёўскага областного выканаўчага комитета Владимир Доманевский и іншыя зацікаўленыя. Працай над памылкамі назваў семінар нараду Леонид Заяц. І гэта не выпадкова, бо да 2020 года перед аграрыямі ўсёй рэспублікі кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко паставіў нялёгкую задачу пераадолець 6000-ны рубеж у надоях малака ў сярэднім ад кожнай каровы. А для таго, каб дасягнуць такіх вынікаў, неабходна мець трывалую кармавую базу, бо ад якасці і колькасці нарыхтоўкі травяных кармоў залежыць прадуктыўнасць дойнага статка. Серьезно понимать, уважаемые друзья, преддверии этой кампании, за что мы с вами сегодня беремся. Надо сделать урок над ошибками и исправить именно те негативные моменты, которые имели место в прошлые годы, чтобы это качественным образом повлияло на конечный итог, на качество кормов, на ее объем, на ее достаток. Нам предстоит в этом году сделать коренной шаг в улучшении кормовой базы. Поэтому я хотел бы обратиться в первую очередь к тем, от кого зависит исход положения дела, уважаемые друзья. Непростой год мы наблюдаем. Перезимовали, сохранили озимые. Их подкормили. Посели яровые зерновые культуры. В основном завершили комплекс полевых работ с освещением посевной кампании. Сейчас обеспечить необходимое их развитие, обеспечить необходимую заготовку того, что у нас уже выросло, то, что растет, что на подходе. То есть первого класса, многолетние травы, крестоцветные культуры. Еще необходимо сделать оперативно, чтобы можно было до уборки зерновой культуры еще один раз скосить многолетние травы интенсивного типа. Это клевера, это, безусловно, бобовые многолетние травы, люцерну. Может быть, это у кого-то многолетние травы, злаковые есть интенсивного типа. Что-то необходимо убрать. И однолетнюю группу, которая растет, которую посеять. Мне представляется важным, чтобы до начала уборки зерновых культур в области было не менее 15 центров кормовых единиц на одну условную голову. А для того, каб дасягнуць такой планкі, неабходна зрабіць стаўку на інтэнсіўную тэхналогію палосных пасеваў. Менавіта такім спосабам упершыню было засеяно поле паблізу вёскі Хімы адкрытага акцыянернага таварыства «Александрийская». Тут у мінулым годзе былі пасеяны палосным метадам азімае жыта і свірэпіца. На гэтым поле усе ўдзельнікі семінара змаглі азнаёміцца з усімі тонкасцямі сяўбы і нарыхтоўкі кармоў. Например, это хозяйство надо показать те подходы, которые могли бы быть использованы всеми хозяйствами Могилёвской области, в частности. И вот в этом году сделать необходимо закладку кормов на 2019 год именно вот в таком виде, в таком вот направлении, как мы сегодня это видим. Ведь каждому колхозу это по большому счету под силу. Да? Это не стратегическая такая культура, что необходимо семена закупать из-за предела нашего государства, платить валюту. Но успешно выращивается сегодня в любом хозяйстве нашей страны. И на этих землях, на могилёвских землях, да на любых землях нашей страны, эта культура, по большому счету, она необходимая. Качественные характеристики этой кормы очень высокие. И самое главное, что себестоимость производства кормовой единицы 2 раза дешевле, чем производство, допустим, кукурузы. Поэтому, учитывая то, что необходимо еще экономить материальные средства и материальные ресурсы, представляется очень важным правильно взять направление использования земли и заготовки кормов, чтобы обеспечить эффективность земли и этой культуры. С той целью, чтобы, конечно же, заготовить те корма, которые побуждали бы сегодня животное высокой продуктивности. И в свою очередь, естественно, получение больше товарной продукции и финансовых средств для хозяйства. Прямо у поле кандидат сельскохозяйственных наук Александр Зиновенко распавёў удзельнікам семінара пра асаблівасці нарыхтоўкі кансерваваных травяных кормов з сумесі азімых збожжавых і крыжакветных культур з прымяненнем кансервантаў, іх эканамічнай эфектыўнасці пры вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі.
Пра важнасць стабілізацыі кармавой базы шляхам вырошчвання культур прамежкавай сяўбы распавёў дырэктар Магілёўскага навучальнага цэнтра падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі кадраў, кансультавання і аграрнай навукі Якаў Яроцкі. Падводзячы вынікі семінара нарады, міністр сельскай гаспадаркі і харчавання рэспублікі падкрэсліў, што ў гэтым годзе такая тэхналогія павінна стаць нормай у ходзе нарыхтоўкі кормов. В Могилевской области необходимо делать работу над ошибками. Надо искоренить факты бесхозяйственности, факты неорганизованности и порой даже и неуправляемости в отдельных сельхозпредприятиях для того, чтобы обеспечить качественную заготовку в текущем году на предстоящую зимовку. Почему? Потому что задача, которую мы должны выполнить именно в текущем году уже, это выйти на продуктивность Могилевской области не менее 4,5 тысяч килограмм молока на корову в текущем году. К концу будущего года мы должны выйти на 6 тысяч килограмм молока в целом по стране, в том числе и по Могилевской области. Потому от результатов работы, от текущего периода заготовки кормов, от их качества и от их количества, конечно же, в прямой зависимости продуктивность дойного стада. И сегодня, если мы добавим хотя бы по Могилевской области 2 тонны молока на корову, вероятно, что мы будем иметь иные финансово-экономические показатели, которые будут способствовать современной выплате заработной платы, ну и, естественно, его размерам.